Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. Российские военнослужащие награждены медалями Министерства обороны Абхазии и почетными грамотами посольства России. Минздрав Абхазии получил в дар реанимобиль класса С Volkswagen Crafter, сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба. В междугороднем транспорте повысилась цена за проезд. Водители маршрутных такси и автобусов объясняют это подорожанием топлива. Карантинная служба Абхазии открыла свою лабораторию на абхазо-российской границе, что позволит быстро и своевременно выявить наличие опасных вредителей на всей ввозимой в страну растительной продукции. 17 сентября противник выбит со своих позиций перед Нижнегуместинским мостом. Продолжая наступление, части абхазской армии дошли до дачи Гречко. Освобождена Бырцха, населенные пункты Лекухона и Верхний Киласур. В этот же день министр обороны России Павел Грачев встретился с Владиславом Арзенбом. Переговоры шли о прекращении абхазского наступления. На требование абхазской стороны обеспечить выполнение сочинских соглашений грузинской стороной, Грачев заявил, что Россия не может контролировать действия Шеварднадзе. Со своей стороны Шеварднадзе заявил о том, что некие мятежные генералы срывают выполнение соглашения. Шеварднадзе повторно объявляет о всеобщей мобилизации в Грузии. Как и предыдущие мобилизации, это также провалилось. Грузинский народ не желал погибать за территориальную целостность Грузии. 18 сентября подразделения абхазской армии вышли к Ачадарской ЖД платформе. К посту ГАИ и захватили штаб противника, располагавшийся в частном доме. На Восточном фронте освобождено село Дзюбжа. Наступление на обоих фронтах успешно развивается. Вопросам текущего состояния энергоотрасли было посвящено совещание, которое провел премьер-министр Александр Анкваб в соответствии с поручениями президента Аслана Бжани. В совещании приняли участие вице-премьеры и главы администрации городов и районов, руководство РУП Черноморэнерго и районных электросетей. Как было отмечено на встрече, проблемы неустойчивого энергоснабжения и в целом энергодефицита связаны не только со значительной изношенностью распределительных сетей и отсутствием материально-технической базы, но и существенным ростом среднесуточного энергопотребления. Согласно приведенным на встрече данным, лишь два района страны, Галский и Ткварчалский, добились на текущий момент высоких результатов по платежам. Несмотря на активное содействие МВД и СГБ в борьбе с незаконной добычей криптовалют, изменить ситуацию коренным образом пока не удалось, отметили участники совещания. Ощутимый результат можно достичь только усилив работу по выявлению майнеров и ужесточив контроль над подключением к электросетям. При этом необходимо применить меры административного воздействия на неплательщиков, активно внедрить во все регионы приборы учета потребления электроэнергии. По информации вице-премьера, министра экономики Кристина Узган, в соответствии с договоренностями с российской стороной, вопрос реализации первого этапа проекта по внедрению системы учета энергопотребления находится на стадии решения. Подчеркнув, что поручения главы государства будут выполнены и результаты достигнуты, Александр Анкваб заявил о готовности принять предложения российских коллег об оказании или организации в управленческой помощи для выхода из сложившейся ситуации. На совещании была озвучена необходимость обновления состава энергетической комиссии правительства Абхазии и активации аналогичных районных комиссий. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа Минобороны России завершили свою работу на территории Абхазии. Перед отъездом их чествовали в Министерстве обороны республики. Российских военнослужащих наградили медалями за успешное проведение дезинфекции объектов социальной инфраструктуры республики. Кроме того, они были награждены почетными грамотами посольства России в Абхазии. Специалисты продезинфицировали более 60 объектов социальной инфраструктуры. От лица военно-политического руководства, от лица командования Министерства обороны Республики Абхазия и от лица всех граждан нашей республики поблагодарить вас за произведенный объем работы на всей территории республики. Большинство из вас
проводят данные мероприятия в нашей республике уже не первый раз. И, конечно, ваш труд, который вы исполняете во взаимодействии с мобильным госпиталем Российской Федерации. Есть такая тенденция, что заболеваемость в республике после проведенных вами мероприятий, пусть небольшими шагами, но идет на спад. Еще раз разрешите поблагодарить вас за ваш неоценимый вклад, пожелать вам мирного неба, семейного благополучия. Уважаемые военнослужащие, от имени посольства Российской Федерации и себя лично хотел бы выразить слова искренней благодарности за оказанную вами помощь Республике Абхазия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За неполный месяц, который вы провели в стране, выполнен большой объем работ. По предварительным оценкам осуществлена дезинфекция около 300 зданий и строений на территории всех районов республики. Выполнено обеззараживание более чем 600 тысяч квадратных метров помещений и 300 тысяч квадратных метров автодорожного полотна. Эти цифры свидетельствуют о том, что вы с достоинством выполнили возложенные на вас задачи. Пользуясь случаем, я также хотел бы поблагодарить абхазскую сторону за конструктивный подход в подготовке плана проведения мероприятий, за всестороннюю поддержку, которая была оказана сводному отряду радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Медики российского мобильного многопрофильного военного госпиталя, развернутого в Сухуми с 18 августа, приняли на лечение и консультацию порядка 600 жителей Абхазии, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Южного военного округа. 106 человек уже выписаны из госпиталя. Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. В мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено уже порядка 1500 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов, более 500 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Минздрав Абхазии получил в дар от благотворительного фонда Ивана Саввиди реанимобиль класса С Volkswagen Crafter. Об этом сообщил министр здравоохранения Эдуард Будба в еженедельном интервью. Автомобиль оснащен современным медоборудованием и предназначен для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов, проведения в пути исследования интенсивной терапии. После оформления необходимых документов машина будет передана Сухумской инфекционной больнице. Эдуард Будба также рассказал о том, как проходит вакцинация, дал оценку эпидситуации в стране. Интервью Эдуарда Будба смотрите в нашей программе после выпуска новостей. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Ляса Сабуа лично от себя передал 1000 доз препарата Метикюр для лечения коронавирусных больных в Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу. Метикюр – это аналог российского препарата Метипред. В настоящее время он активно используется при лечении ковидных больных. Одному пациенту требуется до 30 ампул. Как отметила Ляса Сабуа, в приобретении препарата ему оказал финансовую помощь друг, представитель абхазской диаспоры в Турции. 7-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству завершила свою работу. По итогам стороны подписали протокол, в котором определены объемы рекомендованного вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2021-2022 годов. Общедопустимый улов на предстоящую хамсовую путину составил 31 тысячу тонн, а рекомендованный вылов 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн. Кроме того, протокол определяет максимальное количество рыбодобывающих судов Российской Федерации, а именно 4, которые могут осуществлять работу в водах Абхазии. Во время сессии стороны также договорились сотрудничать в области науки по сохранению запасов рыбы в Черном море, проводить исследования. Следующая 8-я сессия Абхазо-Российской комиссии по рыбному хозяйству пройдет в Ростове-на-Дону.
Если мы говорим о тексте протокола и о тех ключевых моментах, которые там есть, то среди таковых, безусловно, необходимо отметить установление общего объема рекомендованного улова, который возможен в водах Республики Абхазия, в морских водах. Идет разграничение таких понятий, как общедопустимый улов. Он будет составлять на предстоящую хамсовую путину 31 тысячу тонн. И рекомендованный вылов 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн. Для чего эти цифры устанавливаются? Мы понимаем, что каждый год научные организации и Российской Федерации, научные организации Республики Абхазии проводят исследования по Черному морю, по запасам хамсы, по ее миграциям, по ее распределению. И исходя из научных исследований, организации, обеих стран, научные организации, определяют тот запас, который вообще в принципе существует в Черном море хамсы в морских водах Абхазии. И для целей сохранения водных биологических ресурсов стороны определяют тот предельный лимит, который возможен к добыче и рыбопромышленными организациями России, и рыбопромышленными организациями Абхазии. Если бы этот лимит не был установлен, это означало бы, что рыбодобывающие организации могут ловить ровно столько, сколько они захотят, что, безусловно, бы подрывало общий запас хамсы. Кроме Абхазии у нас нет никаких договоренностей с другими черноморскими странами именно по Черному морю и, в частности, по хамсе. Если мы говорим про Украину, то там у нас есть соглашение, в рамках которого мы действуем по Азовскому морю. Если мы говорим о других ключевых положениях протокола, то это, безусловно, определение для Российской Федерации возможности добычи в морских водах Республики Абхазия хамсы. Также протокол определяет объем 2000 тонн. И если до 15 февраля следующего года наши рыбодобытчики этот объем выберут, то они имеют право претендовать на еще 3000 тонн до окончания хамсовой путины. Кроме того, протокол определяет общее количество, максимальное количество рыбодобывающих судов Российской Федерации, а именно 4, которые могут осуществлять работу в водах Абхазии. В междугороднем транспорте повысилась цена за проезд. Водители маршрутных такси и автобусов объясняют это подорожанием топлива. Как известно, тарифы на услуги по перевозке пассажиров утверждает правительство Абхазии. Однако соответствующего решения пока не принято. Повысились ли цены за проезд в общегородском транспорте и сколько стоит доехать в некоторые районы и города республики, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Вардания. Цены за проезд в столичном общегородском транспорте остались прежними. В троллейбусе с пассажира, как и раньше, возьмут 5 рублей, в маршрутке 20, а в автобусе от 10 до 20 рублей. Все зависит от места назначения в пределах города. А вот стоимость проезда в междугороднем транспорте по некоторым направлениям изменилась. Например, если раньше из Сухума до Псом можно было доехать за 250 рублей, то сейчас за 300. Приехать из столицы в Гагру сейчас можно за 250 рублей, в Галхит-Кварчал за 200. Водители оправдывают это повышением цен на топливо. Однако официального решения этого вопроса пока нет. Поэтому стоимость проезда в общественном транспорте должна оставаться прежней. На проезд на сегодняшний день повышения еще нету. Нету постановления Кабмина. До того, как постановление не вступит в силу, повышения не будет. В городском режиме работы на сегодняшний день изменений по повышению на проезд нету ни в каком виде транспорта. То, что идет разговор о том, что есть повышение на пригороде, на межгороде, ну, я поузнавал, поспрашивали, это имеет место. Из Сухума в Агудзеру сейчас можно доехать за 50 рублей, до Дранды за 70. При этом цены в маршрутных такси по направлению Афон и Гудаута остались прежними – 100 рублей. И вряд ли в Гудаутском районе бензин дешевле. Дело не только в повышении цен на топливо. На протяжении последних 3, 4, 5 лет идет повышение цен на комплектующие, на расходники, на автошины.
Намного цены на все повысились, и этот разговор идет давно. По словам директора Сухумского автотранспортного предприятия Леонида Шулумба, проект, связанный с установлением цен за проезд в общественном транспорте, разрабатывается. И в ближайшее время решение по этому вопросу будет вынесено Кабинетом министров республики. Гугуса Вардания, Инна Лугухава, Абхазское телевидение. Карантинная служба Абхазии открыла свою лабораторию на абхазо-российской границе, что позволит быстро и своевременно выявить наличие опасных вредителей на всей ввозимой растительной продукции. Репортаж Галики Трапш. Фитосанитарная лаборатория – одна из самых необходимых в системе карантинных мероприятий по охране растительных богатств страны – полей, садов, лесов, от завоза карантинных видов вредителей. Вот почему открытие подобной экспресс-лаборатории на абхазо-российской государственной границе – важное событие. Лаборатория позволит быстро и своевременно выявить наличие опасных вредителей на всей растительной продукции, которую завозят в страну. Для этого на месте будут проводить этномологическую экспертизу. Основная задача – своевременно выявить, есть ли наличие или отсутствие зараженности завозимого подкарантинного материала. То есть мы определяем карантинное состояние данного ввозимого материала. Для того, чтобы не было простоя груза на границе, чтобы быстро, своевременно, до поступления еще в республиканскую лабораторию, своевременно здесь провести эту экспертизу. В лаборатории помимо этномологической экспертизы будут проводить и другие виды исследований, в их числе фитопатологическая и гербологическая. Фитопатологическая экспертиза позволит определить зараженность ввозимого растения грибками и различными микроорганизмами. Гербологическая экспертиза – это исследование зерновых культур и продуктов их переработки. В экспресс-лаборатории из необходимого оборудования есть микроскоп и бинокуляр для выявления вредителей и возбудителей болезней. Приходилось образцы отобрать и отправить в центральное управление центральной лаборатории. А сейчас, чтобы облегчить, допустим, предпринимателей, которые занимаются перевозками, грузы, для них, собственно говоря, и делается, чтобы обнаружить карантинный объект, если к нам попадают, это своевременно и быстро для обнаружения. Мы можем сказать, что на самом деле это достойная лаборатория. В случае выявления возбудителей болезней в продукции груз будет направлен на дообследование в Республиканскую фитосанитарную карантинную лабораторию. Первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопу отметил, что необходимость создания фитосанитарной экспресс-лаборатории на государственной границе была острой. Карантинная служба свою экспресс-лабораторию здесь открыла в связи с тем, что в Сухуми есть неудобства для тех служб, грузы, которые проверяются на границе при ввозе. Но при вывозе более-менее можно будет регулировать через Сухумскую лабораторию. Она более насыщенная, более практичная лаборатория. Но экспресс-лаборатория, которая будет функционировать на границе, она даст возможность подозреваемые материалы обследовать первым долгом здесь. И если они будут представлять опасность, тогда уже эти грузы будут доследоваться в Сухуми и будут сопровождаться. А для того, чтобы не было скопления, чтобы эти грузы не ждали или потом их не искали по времени, то эти удобства будут созданы для этого. И эта лаборатория создана здесь, при этой службе. Это расходы самой службы. Они имеют специалистов, кандидата наук, который занимается этим. Так что это мероприятие будет носить такой более удобный характер для пересечения границы грузов. Это в свете того, что в Абхазии участились у нас болезни растительного происхождения, которые трудно контролируются, вот с чем мы боремся, для того, чтобы каким-то образом эти болезни контролировать и не заходили по границе, именно через границу вместе с семенами, растениями, декоративными растениями, такие вот как пальмовые, огневки и все остальное. Вот для того, чтобы каким-то образом влиять на это, эта лаборатория открыта здесь. В перспективе при лаборатории планируют проводить и радиологическую экспертизу для обнаружения тяжелых металлов в ввозимой продукции. Но для этого необходимо закупить специальное оборудование. Алика Трапш, Дениза Гергия, Рамо Камки, Абхазское телевидение. В отношении жителя города Сухум возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта наркотического средства в особо крупном размере. Подробности в материале пресс-службы МВД.
В отношении жителя города Сухум Заранди Леона Имзаревича, 1998 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, перевозки, хранения с целью сбыта, а равно сбыта наркотического средства, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также сбыта наркотического средства в особо крупном размере. При личном досмотре у гражданина Заранди изъяты 3 крупных свертка, обмотанные разноцветной изоляционной лентой, в каждом из которых содержались небольшие, также заизолированные свертки с расфасованным порошкообразным светлым веществом. В общей сложности в 96 подготовленных к реализации свертках содержалось наркотическое средство метадон общим весом порядка 49 грамм. Последний задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками Бзыбского отдела милиции Управления внутренних дел по Гагрскому району в результате проведенных оперативных мероприятий на посту ГАИ Бзыб. Как установлено, наркотическое средство Заранди приобрел посредством получения данных геолокации от лица под псевдонимом Иосиф для дальнейшего сбыта. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного и при его непосредственном участии сотрудниками милиции было изъято 2 заизолированных свертка, так называемые тайные закладки, которые Леон Заранди ранее сделал в селе Багамаран Гулрыбского района примерно в 5 километрах от центральной трассы Псоу-Ингур. Общая масса наркотического средства, изъятого у Леона Заранди, как установлено, в экспертно-криминалистическом центре МВД составила порядка 50 грамм. Гражданин Заранди заключен под стражу. Расследование уголовного дела проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия. В результате проведенных оперативных мероприятий в Гагрском районе сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми уполномоченными милиции Цандрипского отдела милиции УВД по Гагрскому району была остановлена автомашина «Мерседес» под управлением Гамисоня Беслана Георгиевича, 1981 года рождения, жителя села Дурипш Гудаутского района. В ходе обследования салона автотранспортного средства было обнаружено и изъято наркотическое вещество марихуана, а также в багажном отделении обнаружен и изъят медицинский шприц с наркотическим средством метадон. В отношении Беслана Гамисони отделом дознания УВД по Гагрскому району по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело. Следственным отделом УВД по Гагрскому району по части 2 статьи 223 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело в отношении Алтыба Джамала Ивановича, 1965 года рождения. Во время личного досмотра вышеназванного гражданина обнаружен и изъят сверток с белым порошкообразным веществом внутри, которое, согласно справке эксперта, является наркотическим средством метадон. Оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД Республики совместно с сотрудниками оперативного отдела СГБ Республики Абхазия, в результате чего ими был задержан гражданин Алтыба. В отношении Джамала Алтыба судом Гагрского района избрана мера пресечения – домашний арест. УВД по городу Сухум ведет поиск жителя столицы Агумава Нарсова Руслановича, 1997 года рождения. Поведение мужчины общественно опасно, в связи с чем милиция просит граждан при встрече с Нарсова Агумава не вступать с ним в контакт и немедленно сообщить о его местонахождении в ближайший отдел милиции по телефону 02 или 002 для сотовых операторов связи, либо на телефон доверия 7 840 229 73 00, а также посредством сообщений интернет-мессенджера в WhatsApp и Telegram 7 940 920 20 95. В селе Рэп Галского района отремонтирована главная дорога. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке районной администрации. Дорога в селе Рэп имеет большое значение, так как соединяет несколько сел. По словам местных жителей, раньше невозможно было вовремя добраться до места назначения. Дети с трудом добирались до школы. Теперь эта проблема решена. На некоторых улицах столицы изменены схемы движения транспорта. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского собрания на очередном заседании. Одностороннее движение будет организовано по улице Воронова, с улицы проспект Аяйра до улицы Ардзенба, по улице Академика Марра от улицы Лакоба и до улицы Ардзенба, по улице Званба от проспекта Аяйра до улицы Лакоба с 9:00 до 19:00 в рабочие дни. Согласно плану, схеме на всех перечисленных улицах будут установлены соответствующие дорожные знаки, разметки и ограждающие устройства.
Граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Абхазии, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания 8-го созыва, которые состоятся 19 сентября. В Абхазии организовано 9 участков для голосования, 2 из них в Сухуми, в здании средней школы номер 10 и в средней школе номер 5. В Гагре и Пицунде избирательные участки будут организованы в зданиях Дома культуры. В Гудауте можно проголосовать во 2-й средней школе в поселке Бамбора, в здании Бамборской средней школы, в Ачимчире в средней школе номер 2, в Ткварчале во Дворце культуры, в Гале в здании Дома культуры. В день голосования избирательные участки откроются в 8 часов утра. Голосование будет проводиться до 20:00. Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной системе. 225 депутатов избираются на одномандатным избирательным округам, а другие 225 по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партийные списки кандидатов. 20 сентября в Ткварчале состоится матч 14-го тура 2-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются ткварчалский «Шахтер» и «Гагра». Начало матча в 16:00. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале абхазского телевидения в «Система спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни 18 и 19 сентября в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу переменная облачность, до полудня временами дождь, возможна гроза. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Камши-Бшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.